проявили мужество, патриотизм и стеной встали на пути у неонацистов и радикалов, у тех, кто организовал и совершил государственный переворот в Киеве. А люди в Крыму и в Севастополе не дрогнули, сплотились и победили. Сделали свой свободный, сознательный выбор быть вместе с Россией. Прошедшие годы убедительно доказали, насколько правильным и своевременным был этот выбор. Достаточно посмотреть на то, что происходит сегодня на Донбассе, и все становится сразу ясно. Но сегодня предлагаю обсудить, как идет работа по укреплению социально-экономического потенциала Крыма и Севастополя, и на достижение каких задач предстоит сосредоточить наши усилия в ближайшее время и на долгосрочную перспективу. Отмечу, что начиная с 2015 года последовательно реализуется специальная программа по социально-экономическому развитию полуострова и ряд других мероприятий. Всего в течение 11 лет, на период до 2025 года, на нее запланировано, на выполнение ее программ запланировано более 1 триллиона 375 миллиардов рублей. За счет этих средств должно быть создано свыше 1 тысячи объектов. И на сегодняшний день почти половина из них уже готовы. Работают в интересах крымчан и севастопольцев все эти объекты уже. Приоритетное внимание было уделено модернизации и развитию транспортной инфраструктуры. Построен современный аэропорт Симферополь. Открыто автомобильное и железнодорожное движение по Крымскому мосту. В стадии полного завершения новейшая автомагистраль Таврида. Более надежным, устойчивым стало энергоснабжение региона, прежде всего благодаря вводу новых генерирующих мощностей, созданию энергомоста, замене устаревших региональных сетей. Это позволило снять такую острую проблему, как длительное отключение электроэнергии в жилых кварталах и на производствах. Шаг за шагом решается и вопрос стабильного обеспечения крымчан и севастопольцев именно чистой, качественной водой. Сразу после 2014 года было организовано бурение артезианских скважин и переброска воды из водохранилищ в горной части полуострова к Симферополю и Керчи. Отремонтирована часть сетей водоснабжения, что позволило сократить потери в системе ЖКХ. Это была большая проблема, все это хорошо знают, потому что десятилетиями в этом смысле там ничего не делалось. Построены дополнительные водозаборы. Во всех крупных городах Крыма идет реконструкция действующих и строительство новых очистных сооружений. Тоже огромная проблема и вопрос, который требует системного решения и, к сожалению, потребует определенного времени и дополнительных капиталовложений. Вместе с тем нам еще многое предстоит сделать и в расширении транспортной, энергетической, другой инфраструктуры. В этой связи предлагаю продлить действия государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. Увеличить срок ее реализации до 2027 года. У нас планка была 2025 год, но нужно сейчас сделать до 2027 с перспективой до 2030. Разумеется, предусмотрев из федерального бюджета необходимые объемы софинансирования. При этом хочу особо подчеркнуть, по всем инфраструктурным проектам, там, где это возможно, нужно, конечно, ускорять работу. Так следует максимально оперативно завершить строительство последнего 8-го этапа автомобильной трассы Таврида. Я знаю, проехал по Тавриде. Шикарная трасса, а вот последний 8-й этап, он уже готов более чем наполовину, и это очень важно, это ключевой участок всей магистрали. С вводом его в эксплуатацию будут открыты новые, удобные и современные подъезды к Севастополю. Прошу сегодня рассказать, какие есть здесь резервы для ускорения этой важнейшей стройки. Безусловно, важно продолжать программу формирования в Крыму и Севастополе комфортной среды для жизни. При этом общий объем финансирования программы в текущем году и в последующие годы не должен, разумеется, сократиться. Речь идет об устройстве дворов и площадей, парков, пляжей. Вы знаете, что я спрашиваю, вы, конечно, это знаете, как
идет эта работа по стране, по России, это всегда находит отклик у людей. И, конечно, для Крыма и для Севастополя это так же важно, как и для всей России. В ходе этой работы, безусловно, нужно шире использовать лучшие отечественные и зарубежные проекты и практики, применять новые архитектурные решения и обязательно учитывать мнение, предложения самих жителей. Нужно также форсировать капитальный и текущий ремонт автодорог регионального и местного значения. Вот Марат Шахрезянович сегодня с утра докладывал, что в целом эта работа в Крыму развернута достаточно широко, и необходимые выделяемые ресурсы, точнее даже необходимых еще больше, но выделяемые ресурсы осваиваются теперь значительно лучше, чем в предыдущие годы. Эффективно деньги расходуются. Современная удобная сеть автодорог – это новые возможности для расширения хозяйственных связей, для развития туризма, совершенствования транспортной логистики. Оперативного решения требуют и другие инфраструктурные задачи, в том числе модернизация жилищно-коммунальных объектов и сооружений, включая реконструкцию аварийных и устаревших очистных и канализационных сетей. Здесь огромная работа предстоит. От этого прямо зависит экологическое благополучие полуострова. Современная инфраструктура – это ключ для подъема туризма, аграрно-промышленного комплекса, других традиционных и новых отраслей экономики полуострова. И нужно по максимуму использовать эту возможность, поддержать деловые инициативы. Прошу сегодня доложить, что планируется делать для стимулирования дополнительных инвестиций, для укрепления позиций малого и среднего бизнеса, для создания современных рабочих мест. И что хотел бы здесь еще отметить. Да, конечно, безусловно, на развитие экономики полуострова сказываются западные санкции, которые распространяются на банковский сектор, на поставки ряда товаров и прочее. Вот после начала военной операции на Украине последовал новый пакет санкций. И вчера на совещании по мерам социально-экономической поддержки субъектов Федерации я уже говорил, что введенные против России ограничения, они, конечно, создают немало проблем. Но не только проблемы создают. Они открывают для нас новые возможности. В том числе сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер, теперь им нечего бояться. Теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе. Разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые ниши рынка. В том числе это касается и Крымского полуострова, разумеется, и касается города Севастополя. Мы такую активность бизнеса обязательно поддержим, в том числе за счет развертывания инфраструктуры банковских, финансовых услуг. В этой связи одно из наших ведущих банковских учреждений со 100% госучастием, это Промсвязьбанк, он, в принципе, уже присутствует на полуострове, но учреждение должно уже начать работу в Крыму как можно быстрее и шире. Нужно внедрять перспективные продуктовые линейки, кредитовать сельское хозяйство, строительство, туризм и другие ключевые для региона отрасли. Открывать здесь отделения и филиалы, развивать розничную сеть. Это действительно станет серьезным стимулом для повышения деловой активности в Крыму, позволит расширять кооперацию с партнерами из других субъектов Федерации. Давайте пообсуждаем все эти вопросы. Приступим к докладам. Я передаю слово заместителю председателя правительства Марату Шахрезяновичу Хуснуллину. Пожалуйста, Марат Шахрезянович. Уважаемый Владимир Владимирович, несмотря на многолетнее санкционное давление на полуостров, правительство совместно с регионами системно продолжает реализацию программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. И сегодня можно уверенно сказать, что основные транспортные, инженерные, инфраструктурные ограничения